Есть же вот правящий класс хаджей, да, в Центральной Азии, это потомки первых 3 халифов. Абу Бакра, Умара, Усмана, Ходжагон. Вот. Есть вот эти вот в Чечне, например, Дениевы, да, Арсановы, Дениевы, это тоже потомки так называемые курайшиты. Я занимался этим вопросом так очень серьезно. В бытность создания Исламской партии Возрождения этим вопросом занимался, да еще там в Таджикистане. И я пришел к выводу, что это все евреи, которых понавезли в 18-19 веке, кого раньше, кого позже. Например, после пленения имама Шамиля царская охранка сделала такой ход. Он, например, был у меня такой близкий достаточно друг, Муса Амалиев. Он представлял исламский комитет в Грозном. Раз он мне показывает такую вот такого формата, фотографию, точнее вот здесь вот такие маленькие вот как бы иконки клеммы, да, внутри которых портретики фотографические. Вот. И там идут старики в попахах. И он говорит, вот это основоположники вирдов. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что это создатели суфизма в Чечне? Да, он говорит, это вот шейхи тарикатов, вот с них как бы все, основоположники вирдов. Я говорю, то есть вот ты вот подумай, когда появилась фотография? На Кавказе. Допустим, братья Люмьер тогда-то, а вот на Кавказе, допустим, 80-е, 90-е годы, обычное дело уже. Да? Уже вот там дошло до того, чтобы старик сфотографировался, это уже начало, наверное, 20 века. Допустим. Я говорю, ты хочешь сказать, что до этого не было вирдов, суфизма, да? Вот, то есть это вот как они могут быть основоположниками чего бы то ни было, когда сами фотографии свидетельствуют о том, что это люди, которые самое, так сказать, ранее сфотографировались в 80-е годы, а то и в 90-е. Вот как они могут быть основоположниками чего-то? А до этого было имамат Шамиля, там все. Это как вот? Но тогда же не было фотографий. Он так задумался. Я говорю, ты понимаешь, что это все наводил? Что все эти старики на фотографии, это не аутентик, это наводил. Он так задумался. А я ему дальше объяснил. Когда имам Шамиль сдался в Гунибе, охранка сделала спецоперацию по изменению сакрального поля в регионе. То есть она вместо жительства гребенских казаков, которые разделяли ингушей и чеченцев, привезла так называемых курайшитов, которые на самом деле были йеменскими евреями. Они арабоязычные. И они стали позировать в роли курайшитов. А горцы же, они неграмотные. Они видят, что это старики с седыми бородами, огромными черными глазами, очень экзотические, говорят по-арабски. То есть это вот старцы. Они были основоположниками вот этих вот новых вирдов. А если мы возьмем и внимательно посмотрим на вот всю эту братью завгаевцев, вот Дениевых, Арсановых, которые убежали после Первой Чеченской, то там ничего кавказского в них нет. Я просто их видел. Здесь вот сидел вот самый однофамилец Джохара, Рудник Дудаев, Остоженко 49. У него после поражения в начале Хасавюрта все время паслись вот этот самый Бугаев Абдулла, вот этот вот Джамаледдин, по-моему, Якуб, вот этот мэр Грозного при Завгаеве, да? Они все выглядели очень левантийские типы. Просто это, чеченцы такие никогда не бывали. Левантийский тип, еврейский такой. Вот. Очень многие среди них были просто вот, например, вот Магомед Динеев, это близкий друг Адалята, помню, такой босс нефтяной отрасли. У него вот этот сын
вообще пищащим голосом говорил, и, так сказать, явно у него был пониженный тестостерон, проблемы с гормонами. Да и у самого тоже проблемы с гормонами. Семитоидный тип у всех. А это все такая вот элита этих курайшитов. Вот. А нынешние, которые вот там сейчас сидят, это вот Рамзан Кадыров, они принадлежат к этому нижнему полюсу тарикатов. То есть те были, значит, у нас Налиманди, а эти кадыриты, это бедные. Это тарикат для бедных. Они там волкообразные, такие как волки. Вот. Ну, то есть они не имеют отношения к курайшитам. А вот курайшиты, они уже после того, как сбежали, они здесь все окопались. Вот. А что касается Средней Азии, там этот процесс раньше произошел. То есть я думаю, что туда вот эти йеменские евреи набежали в эпоху прихода к власти мангытов в Бухарском Эмирате. Мангыты пришли, династия мангытов в Бухаре воцарилась за 250 лет до революции. Ну, то есть это где-то 1750 какой, да, такой. Вот в это время, то есть это первое, как бы, так сказать, продвижение русских в ту сторону, в сторону Азии.